Сегодня в Коме вспоминают Ивана Павловича Морозова. Выдающийся государственный, политический и общественный деятель родился 96 лет назад, 30 сентября 1924 года в селе Межадр Сысольского района. Ранним утром представители власти, родные и близкие возложили цветы к мемориальной доске Ивана Морозова. Именно с его именем связаны основные достижения в социально-экономическом и культурном развитии региона. Человек, который прожил жизнь человека, гражданина и вписал себя своими делами в жизнь страны, в жизнь республики Коми. И это самое главное, что сегодня мы вспоминаем о человеке по делам его. И действительно, сегодня мы говорим, что именно в тот период, в период жизни и работы Ивана Павловича Морозова, республика стала достойной республикой, достойной уважением и в Советском Союзе, и уважением человеком. Люди гордились своей республикой, потому что республика строила, республика развивалась. Также первые лица республики почтили память государственного деятеля у базальтового камня, расположенного рядом с домом Ивана Морозова по улице Кирова. К столетию республики на этом месте появится памятник, который станет символом дани и уважения к известному политику. Иван Павлович был у руля республики на посту первого секретаря Коми обкома КПСС 22 года. Это время сейчас называют пиком развития республики. Анна Зубарева продолжит. На кадрах 1977 год. У руля республики уроженец Коми, выходец из простого народа Иван Морозов. Время его правления стало периодом расцвета для Коми. Это целая эпоха побед и созидательного труда. 22 года на посту первого секретаря обкома КПСС, по сути, руководителя региона. Вся его трудовая биография – пример беззаветного служения республике и безграничной любви к родному краю. Он выделялся среди других, выделялся умом, рассудительностью, выделялся ответственностью. Сказал бы, лучше его не найти было тогда. Он во всех отношениях был выше. Личность Ивана Морозова формировалась в непростые годы. Индустриализация, коллективизация, борьба с врагами народа. Отец был председателем колхоза. Ваня помогал на полях, да и дома. В многодетной крестьянской семье хлопот хватало. С детства Морозов отличался целеустремленностью, организаторскими способностями, смекалкой. В родном селе Межадр Сысольского района юный Ваня был заводилой во всех делах. Несмотря на то, что он жил в деревне, достаточной бедности, но все равно одежда его, там, костюмчик, в котором ходил в школу, всегда должен быть в порядке. Очень серьезно относился к урокам, готовился к школьным предметам. Но, тем не менее, он был обычным ребенком, который мог взять ватагу ребят и отправиться куда-то или на доброе дело, а может и на плохое. Такие дела тоже были. Главное, что он был лидер с детства. Морозов закончил семилетку, затем Сыктывкарскую фельдшерско-акушерскую школу. Прошел войну, на которой получил серьезное ранение, из-за чего был демобилизован. С октября 1945-го работал первым секретарем Сысольского райкома ВЛКСМ. Необычайно целеустремленного и энергичного, его заметило руководство Коми края и направило в Воркуту создавать там партийную организацию. На севере Иван Морозов прожил 10 лет. В сложнейших условиях Приполярья под его руководством строятся шахты, жилые дома для горняков, детские сады. Если приезжает на стройку Иван Павлович, то только держись. Должен быть порядок, обязательно проверит ход строительства, обязательно досконально проверит, кто что ему обещал, несмотря на то, что есть в плане, нет в плане. Обещал – обещал. В
1963-м Иван Павлович избирается вторым секретарем Комиобкома КПСС, а через 2 года достигает вершины своей карьеры. Становится первым секретарем областного комитета КПСС. Впереди больше 2 десятилетий кропотливой нелегкой работы. Ему предстоит поднимать родную республику, огромную и малоосвоенную. При Морозове были построены железнодорожные пути на Кослан, Усинск, Троицко-Печорск и важнейшие для республики автомобильные трассы. Добыча нефти при нем увеличилась в 9 раз. Газа в 19. Развивалась сеть внутренних авиалиний, которая проникла буквально во все районы республики. В Воркуте построена шахта Варгашорская. В Сыктывкаре введен в эксплуатацию крупнейший в Европе лесопромышленный комплекс. Так, облик некогда отстающий в промышленном плане республики под руководством Ивана Павловича Морозова приобрел абсолютно новые черты. Дорогие товарищи, от имени областного комитета партии, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Коми Республики горячо поздравляю многотысячный коллектив строителей, монтажников и эксплуатационников большой трудовой победой с вводом в строй действующих предприятий страны первого пускового потока Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Сейчас трудно себе представить, какие неимоверные усилия были приложены для воплощения всех задумок в жизнь. И во многом именно первый секретарь Иван Морозов способствовал выполнению, казалось бы, немыслимых задач. Роль первого секретаря была исключительно важной и сложной. Он объединял волю и действия большого отряда руководителей, направлял деятельность партийных организаций. Решения принимались коллегиально, но часто именно Иван Морозов был их автором. Генератор важнейших идей и нововведений. Он в то же время всячески поддерживал разумные предложения коллег, ученых, хозяйственников. Выслушивал мнения и простых рабочих, когда выезжал в районы и посещал предприятия. В то же время вел жесткий контроль за всем, что происходило в республике. Потому и неудивительно, что в эпоху первого секретаря Комиобкома КПСС Морозова республика была на пике своего развития. С этим сейчас никто не поспорит. Анна Зубарева, Ольга Коняева, телеканал «Юрган».